Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке. Дорогие зрители, гости канала, тема сегодняшнего гадания звучит так. Что он прячет от вас в глубине души? Если тема вам интересна, пожалуйста, присоединяйтесь. Посмотрите на песочек, загадайте на своего мужчину, назовите его по имени и задайте ему такой вопрос. Мой милый, дорогой, что ты прячешь от меня глубоко в душе? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Итак, что же он прячет от вас глубоко в своей душе? Так. Но, если честно, человек этот не имеет каких-то особых тайн и секретов от вас в целом, если посмотреть на жизнь, на ситуацию. Но у него в душе очень много страхов, переживаний, каких-то, может быть, надуманных вещей. Да? Либо он почему-то, знаете ли, как закомплексованный человек, либо зашоренный какой-то человек. Слишком много опасений. Вот есть любовь между вами, да, вы любите друг друга, вы друг к другу тянетесь, все прекрасно. Но почему-то в этой любви, в этих отношениях он себя чувствует вот одиноким человеком, как будто бы он постоянно к вам, да, идет, вот видите, к вам голову тянет с запросом на любовь, а вы периодически то ли отворачиваетесь от него, то ли отстраняетесь, то ли вы холодная, может быть, вы закрытая, знаете, и его это беспокоит. Знаете, он бы душу отдал, лишь бы узнать, что у вас в голове. Вот вы для него сплошная загадка, сплошная тайна. И чем больше вы, например, вместе находитесь, чем больше он в вас влюбляется, тем ему становится страшнее. Страшнее от того, что он вас совершенно не знает, либо очень плохо знает, либо не знает вас такой, какая вы есть на самом деле. Вы каждый раз как будто бы его удивляете. Кто-то, например, вообще мужчину может шокировать. У него прям каждый раз, вот знаете, как голова кружится от вас, начиная, да, от каких-то ваших слов, высказываний, каких-то ваших действий. Вы очень сильная, вы очень самостоятельная, вы очень независимая. Внешне вы прям такая, знаете, фарфоровая статуэточка, очень такая вот прям нежная, хрупкая, ангелочек, да? А внутри у вас сталь. Настоящая такая прям сталь. И когда он с вашей этой сталью сталкивается внутренне, у него содрогание идет. Потому что он не знает, как на это реагирует. Он не понимает, что происходит. И страх, да, что вдруг она меня бросит, вдруг она как-то со мной там плохо поступит, да, я же ничего про нее не знаю, я же ничего не понимаю. Может быть, вы в шутку ему какую-то, может, вещь сказали, да, что я там от тебя уйду, там, с каким-нибудь мужиком там на Мальдивы уеду, да, а он эту шутку воспринял как, как угрозу, да, что так может случиться. Вы поменьше шутите с этим человеком, потому что он глубоко не уверен в себе. Он раб своих страстей и своих страхов. Знаете, есть такое состояние, человек внешне вот такой вот, он, да, выглядит там бруталом, серьезным, стабильным, да, таким сильным, а внутри это слабый мальчик. То есть это ребенок, незрелый ребенок, с незрелой психикой, возможно, либо неустоявшейся психикой. Этот человек, он явно до вас не дотягивает. Вот ни морально, ни физически. Вот как хотите. Он смотрит на вас, он пытается вас копировать в каких-то моментах, он не понимает вашего поведения, он не понимает вашего настроения, и от этого ему становится все хуже, страшнее, страшнее. Если вы хотите с этим человеком сохранить отношения, хотите вечной любви, да, счастливого брака, то здесь очень важно с этим человеком разговаривать. Разговаривать на любые темы. И желательно, чтобы вы высказывали свое мнение и тут же спрашивали его: а что ты думаешь? А что ты считаешь? А как бы ты поступил? Знаете, ему важно понять, что вы живая, что вы настоящая, что вы не дымка, да, не обманка, не мора, да, а человек из плоти и крови.
Потому что на сегодняшний момент вы божественное хрупкое создание, которое, знаете, вот может иметь несколько лиц. Да? То вы добро улыбаетесь, то вы просто какое-то исчадие ада вот для него. Тут еще момент такой идет, да, кто-то еще что-то говорит у него за спиной, кто-то накручивает. Смотрите, какая женщина. Это может быть и мама, и подруга, и коллега, и бывшая. Кто-то его еще накручивает против вас. Вы должны понимать, что есть женщина, которая к вам с подозрением относится. И это свое подозрение она постоянно транслирует ему. А для него она, ну, знаете, как подруга идет, да? Либо подруга, либо доверенное лицо. Он ей верит. И причем он ей верит больше, чем вам. А знаете почему? Потому что вас он до конца не узнал. А для него она понятная и ясная. То есть он считает, что они похожи, а вы что-то иное, да, инопланетянка. Вот этот момент меня беспокоит. Все должно быть наоборот. Это вы должны быть его ближайшим другом, самым ближним человеком. Это вам он должен доверять, а не какой-то другой женщине, даже если это его мама. Девочки, здесь я вижу, вот как хотите, здесь есть ваша вина. Вы от мужчины закрылись, либо вы, ну, знаете, вот так бывает, да, в начале, например, отношений. Девушка старается показаться, ну, во всей своей красе, да, все свои сильные стороны показать. Но при этом то, что у нее внутри, она скрывает до поры до времени. Здесь очень важно, чтобы не спугнуть этого человека и чтобы успокоить его, говорить как можно чаще, как можно больше на любые темы. В принципе, я не вижу, чтобы у вас тут проблемы были там в интимной жизни, либо ну, то, что нравитесь друг другу, любите друг друга, это все очевидно. Но то, что вы далеки друг от друга ментально, это вот картинка, вот она вышла. Человек в ваших отношениях чувствует себя все-таки одиноким. Так не должно быть любви, так не должно быть в паре. Поработайте над этой темой, поработайте. Не поленитесь, не постесняйтесь. Может быть, вы... Ну, все бывает, да, может, вы стесняетесь каких-то моментов своих. Говорите все честно. Поверьте, он вас любит, он от вас никогда не откажется. Если он будет лучше вас понимать, если он будет вас лучше чувствовать, то вы увидите прекрасные перемены в нем. Он будет больше и расположен, и стремиться, и сам больше будет раскрываться. У этого человека, знаете, к вам какая-то щенячья есть преданность, да, но при этом и страх. Сегодня она меня гладит, а завтра пинком под попу меня раз и выгонит. Вот доверия почему-то нет. А доверия, да, нет, потому что он вас не знает, потому что вы для него не раскрылись. Может быть, и он даже не до конца раскрывается по той же причине. Поэтому, пожалуйста, если вы хотите любви с этим человеком, стабильных, крепких отношений, почаще говорите на любые темы. На любые. Вот любая тема, да, высказывайте смело свое мнение. И тут же спрашивайте его, а что ты? А что ты думаешь? Что ты чувствуешь? Как бы ты поступил? И иногда, вот если да, вы согласны, вот прям так и говорить, ой, а я тоже бы так поступила, да, я тоже так считаю. Вот видишь, как у нас с тобой и мысли сходятся, да, почаще акцентируйте на этом внимание. Это очень важно для этого человека. Секретов нет, страхи есть. Страхи намного, мне кажется, хуже, чем секреты. Потому что под воздействием этого страха этот человек может, ну, извините, вести себя соответственно, да, скрытно уходить, прятаться. От страхов и секреты рождаются. Поэтому, девочки, проработайте эту тему, говорите, убедите его, что вы земная, что вы понятная, что вы своя родная, что у вас одна с ним кровь. Убедите. И тогда ваши отношения стремительно начнут развиваться. Я думаю, вы этого желаете, потому что чувства ваши я тоже вижу. И все у вас будет хорошо. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.